Добрый день. Здравствуйте. Пешков Сергей Валерьевич, старший инспектор управления ЗС. Вы кто? Я общественно-политический деятель Республики Ингушетия, курс Киева, Руслан Салаватович. У меня один вопрос к вам. На каком основании вы останавливаете транзитный автотранспорт и проверяете документы? Как? Транзитный, который не поворачивает в сторону Осетии, то есть не въезжает на территорию Осетии. Вообще это все Российская Федерация, правильно? Да. Мы в Российской Федерации живем. Вот этот вот транспорт, который едет с Кабардино-Балкарии и в Ингушетию или обратно, на каком основании вы останавливаете? Для проверки транспортных средств. Вы не имеете такого права. Кто вам сказал? Я говорю. Du hast mich. 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 Вы же правильно сказали, мы все находимся на территории Российской Федерации. Ну вы же сами отмечаете, что этот пост... Где разграничение? Нет. Ну если нету разграничения, зачем вы тогда апеллируете тем, что вы закреплены за Северной Осетией, Алании, подчеркнули? Я вам подчеркнул. Вообще вот эта территория, на которой мы стоим, сейчас, вот эта территория с 1991 года, со дня принятия закона о реабилитации репрессивных народов, считается де юре ингушской территорией. Вот это, да. Ну вы же не националист? Нет, я не националист, я общественный деятель республики. И это мое право бороться за восстановление исторической справедливости, территориальной, в том числе и беспредел, который тут творится. И претензии, я так понимаю, у вас складываются только из-за того, нет, что это территория? Нет, этот вопрос мы отложили. Мои претензии. Почему? Я же задал вопрос, вы мне не ответили на него, вы не можете на него ответить. Почему вы останавливаете транзит автотранспорт? Вот какое право вы имеете останавливать его, когда он не въезжает на территорию Северной Осетии? Заехал на территорию Какую? Это Российская Федерация. Ребята, вы сами противоречите себе. Никто никому не противоречит. Во-первых, слушайте сюда внимательно. И теперь смотрите, происходит съемка. Да. В соответствии с федеральным законом номер 152 о персональных данных. Отойдите, пожалуйста, вот на обочину. То есть вам запрещается. То есть я даю запрет на распространение этих сведений в сети интернет. Вы можете подать на меня в суд. Конечно, то есть. Пожалуйста, подавайте. У вас нету тут никакого знака, нету никакого документа о том, что тут нельзя вести съемки. Поэтому я не говорю, что нельзя. Я хорошо знаю законы. Давайте вы эту мою точку зрения тогда выслушаем. Я тоже хорошо Вы не знаю. ответили мне на вопрос.